Северная Осетия готовится к 70-летию Победы. В преддверии Дня защитника Отечества глава республики вручил государственные награды ветеранам Второй мировой войны. Юбилейные медали получили 15 фронтовиков. Это они, главные герои праздника, выстояли и победили, без остатка отдав все силы, чтобы сберечь Отечество от фашистских захватчиков. В списке награжденных Павел Голубев. Он ушел на войну, когда ему было всего 17. Когда меня забрали на фронт из голодной семьи в 1944 году, я был 150 сантиметров ростом и 47 килограмм весом. Вот такой солдат. В Забайкалье я встретил победу на пути по дороге к Японии. Нас уже перебрасывали на Дальний Восток для войны с Японией. И вот в пути нас... станция Сретенка. И мы там встретили, остановили нас утром, наш эшелон, построили всех и объявили: конец войне. И вот, извините, простите меня за слабость. Во Владикавказе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу славы. Дань уважения однополчанам отдали люди, которые сами 70 лет назад были в строю, приближая победу. В колонне также были представители органов власти, члены общественных организаций, жители столицы и школьники. В завершении официальной части мероприятия всех участников пригласили отведать полевую кухню. Есть несколько причин на то. Первое – это, наверное, возвращение любви народа к своей армии. Второе – это подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году. Ну и третье – это патриотическое мероприятие, которое крайне необходимо для воспитания молодежи, для удовольствия ветеранов, наверное, да и всех жителей Владикавказа, и не только всей республики Северной Осетии, а для армии это 5 республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Везде проводятся мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Новый детский сад открылся во Владикавказе. Он рассчитан на 320 мест. Его построили в рамках исполнения майских указов президента. Более чем за 1 год здание возвели с нуля по самым современным технологиям. Подобное дошкольное учреждение есть лишь в Кизляре Моздокского района. Всего на строительство сада потратили 177 миллионов рублей. Их выделили из федерального и республиканского бюджетов. В Северной Осетии сейчас, в свою очередь, в детские сады дожидаются более 9 тысяч детей. Более 2500 из них в порядке живой очереди. Они требуют немедленного зачисления. В этом году, по данным Министерства образования, планируется открыть порядка 3000 дополнительных мест. У нас программа функционирует в целом по республике. В этом году планируется открытие нового детского сада на 350 мест в городе Владикавказ, также в Кировском районе, в Ордонском районе. И, конечно же, в каждом абсолютно районе будут создаваться дополнительные места. Это в виде реконструкции, пристроек к существующим зданиям, либо соответственно, приспособление свободных площадей на территории школ, учебных заведений, где можно открывать группы продленного дня для детей. Многодетные отцы получили подарки ко Дню защитника Отечества. Благодарности за преданность отцовскому долгу, памятные календари и главный подарок – серебряные часы получили 20 суперпап. Чтобы поднять настроение, отцам предложили послушать веселые стихи и узнать в них себя. А еще некоторым пришлось ответить на каверзные вопросы ведущей вечера. Организатором мероприятия выступила общественная организация «Объединение многодетных семей России». Для меня важно все-таки, чтобы дети нашли в жизни удачу. Удачу в людях, удачу в профессии. И главное, что? Главное, чтобы эта профессия, она была, чтобы она и кормила, и была хобби. Чтобы и хобби, и работа. Это крайне редко случается. Но вот на моем примере я нашел себя и в журналистике. Вспышка гриппа, по словам медиков, повлекла неконтролируемый рост цен на некоторые препараты. Лекарства дорожают и из-за падения курса рубля. В связи с этим на заседании правительства было принято постановление, согласно которому Минздрав будет мониторить оптовые цены на рынке медикаментов. Под контроль попадает порядка 3000 жизненно важных препаратов. Планируется создать специальную комиссию. В нее, помимо фармацевтов, войдут юристы, экономисты, правоохранители. По словам министра здравоохранения республики, работа в этом направлении будет вестись планомерно.
Это не значит, что мы теперь будем поголовно карательным органом, который будет, грубо говоря, пугать все аптеки и так далее. Нет. По плану будем идти, смотреть. Если будут жалобы людей, будем эти жалобы, естественно, рассматривать, ну и так далее, так далее. На площади собора Святого Георгия проводили Масленицу. По традиции, всю неделю люди ходили в гости, веселились и, конечно, пекли блины. Считается, что смысл этого древнего праздника в примирении с ближними, прощении обид. У собора развернулись традиционные гуляния. Масленица – это время, когда мы заговели черномясные продукты, и поэтому эта неделя именуется сыропустная неделя или Масленица. Завтра начало Великого Поста. Что значит быть человеком, как сохранить внутренний свет и тепло в современном мире? Ответить на эти вопросы попытались постановщики пьесы «Прощай, овраг». Это режиссерский дебют заслуженного артиста Гиви Валиева на сцене Остинского театра. Своим свежим видением он открыл новую страницу в истории этого здания. Спектакль напоминает зрителю о простых и важных ценностях, объясняет нам то, насколько важно быть прежде всего человеком. Несмотря на трагичный финал, пьеса рождает в сердцах людей любовь и сострадание. Понимание людей сегодня пропало, вот это ощущение человечества, когда все вокруг делается для человека, и человек, в принципе, в ответе за все. Вот ручка, это сделано для человека, чтобы человек ее писал. А она не нужна бывает, и он ломает и выбрасывает. Также и животный мир, также и мы поступаем с людьми. Как только они нам не нужны, мы их бросаем, не вспоминаем о них. Они заболели, мы их не навещаем, не видим. Жизнь заставляет думать о себе только. Но, наверное, у человека предназначение другое. Он должен чуть больше быть, чем животное. На стадионе пожарной части впервые прошел спортивный фестиваль Нардских игр. В соревнованиях приняли участие коллективы республиканских министерств и ведомств. Всего 9 команд. Мероприятие организаторы приурочили к празднованию 70-летия Победы. Участникам пришлось состязаться в армспорте, перетягивании каната, силовом троеборье, стрельбе из лука, эстафете, а также в переносе тяжести на дистанцию. А самым увлекательным конкурсом стал так называемый пожарный боулинг. В перерывах между состязаниями команды могли подкрепиться на полевой кухне. Мы хотим, чтобы эти соревнования проводились ежегодно, для того, чтобы и сплачивать людей, и люди, чтобы знали, наши сотрудники между собой общались, потому что пересекаются они не только на учениях, тренировках, но и при реагировании на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Живем мы все в Осетии, потому что нарты символизируют силу, волю, стремление и мужественность в Республике Северная Осетия-Алания.